Стар, дорогие друзья. Это фестиваль современной науки и драмы КЗ. Надеюсь, вы уже знаете, что это такое. Может быть, кто-то в первый раз, я думаю, многие не в первый раз. Наш фестиваль проводится уже 8-й раз. С 2017 года он организуется, фестиваль читок, фестиваль, где проводится также образовательная программа. Фестиваль будет длиться несколько дней, 4 дня, и сегодня первый день. Первый день мы проводим в театре имени Срепова. Будет образовательная программа, которую я сейчас скажу, и три читки на казахском языке. Что еще важно сказать? Наш фестиваль проводится при поддержке партнеров. Можно показать их на экране. Наши партнеры — это 4 театра. Сегодня театр Мусрепова, завтра будет пространство Ахлаб, это внутри университета Сатбаева. Третий день пройдет в театре Артишов и четвертый день в театре имени Ленина. Также нас поддерживают образовательные учреждения, это открытая литературная школа Алматы и Академия имени Жургенова, откуда многие из вас сюда и пришли. Также нас поддерживает Международная ассоциация театральных критиков. Есть у нас друзья фестиваля, один из них Арнольд Мункатов, он нам всегда помогает. И наши информационные партнеры, журнал «Дактиль», издание «Орда» и телеграм-канал театров, где будут выходить обзоры читок нашего фестиваля. Подписывайтесь на наши соцсети, у нас Инстаграм есть, Фейсбук, Телеграм, на сайте Драмы КЗ вы можете посмотреть. Ну что ж, давайте уже непосредственно к фестивалю. Сейчас вам будет представлена образовательная программа. У нас в этом году 4 дня образовательной программы. Вот, и я с радостью хочу вам представить нашего хедлайнера, спикера образовательной программы, главного, который будет все 4 дня рассказывать о современном театре. Это продюсер, театральный критик, арт-менеджер Елена Ковальская. Немного, чтобы более адресно разговаривать, узнать, кто вы и полезные вам. Поэтому я прошу вас в голос сказать громко, кто вы, студент, чего вы учитесь, коротко и быстро, да, драматург, театровед, преподаватель, артист, режиссер. И тогда мне станет понятнее, о чем говорить, о чем промолчать. Можно попросить? Правое крыло. Мамандықтарды айтыңыздар, қандай мамандықты оқыды? Актеры, да, спасибо. Вы уже профессиональные актеры, работаете? Нет, мы студенты. Студенты, актеры, хорошо, драматурги. Студенты, театроведы. Театроведы, Да. супер. Есть еще преподаватели. Здорово. То есть артисты и театроведы, это как... Кино сценаристы у нас тоже есть. Сценаристы, да? Режиссеры есть. Еще? Студент режиссерский, актерский курс есть. И режиссеры есть, да, на авторском курсе? Здорово. Здорово. Спасибо. Поняла. А кто я? Я когда-то была театроведом, вернее, я закончила театроведческие КИТИСи в театральном вузе. И много лет работала обозревателем городского журнала, писала о театре, писала там около 2000 рецензий, фичеров, больших материалов и прочее. Но мне очень нравилось делать театр своими руками, и поэтому я была куратором разных проектов, в основном связанных с современной драматургией, потому что в то время, когда я пришла в театр, это было самое интересное в театре, современная драматургия. И та режиссура, те артисты, которые современную драматургию ставили, потому что это был тот тип театра, в котором я узнавала свой город, свою страну, свое поколение. Это было дико интересно. И это совершенно не отрицало моей любви или увлеченности большим классическим театром, который ставил классику. Просто я их видела как два вида деятельности, два вида театра. Вот один театр про меня и мое поколение, а вот другой театр про театр. И мне так понравилось делать театр, что кстати говоря, я была в эту пору вот так, да?
Спасибо. Раз голос зазвучал. Спасибо. Я наверх. Спасибо. Другое дело. Начать сначала? Все слышали? Микрофон включите. Что-то микрофон, мне кажется, не работает. А как будто микрофон не работает. Нет, не работает. Кнопка есть. А батарейки есть? Еще варианты? Во. Здравствуйте. Мне так нравилось делать театр, что вот в нулевые я делала как арт-директор фестиваля «Молодой драматург», входила его 6 лет, то есть Джаз и Оля — это мои коллеги. И я очень понимаю сегодня ваше волнение, когда вы открываете фестиваль. Это главное событие года для людей, которые занимаются продвижением современной драматургии. И им очень важно, я думаю, да, скажи, да, нет, чтобы эти пьесы были услышаны, чтобы эти тексты прозвучали, и чтобы всем, кто их увидел, захотелось их поставить, захотелось их играть. Ну и главным образом, чтобы публика увидела, зрители увидели в них себя, узнали что-то, или наоборот, что-то в них заиграло, и они спорили бы с этим пьесом. В общем, пьеса — это здорово. И в 10-е годы я стала работать в центре имени Мейерхольда. Это уникальный театр без труппы. То есть театр, у которого есть сцена, есть менеджмент, но нет труппы, и он работает с приглашенными артистами. И мы работали с артистами, художниками из негосударственного сектора. И я проработала там 10 лет. Сначала была арт-директором, заместителем Виктора Рыжакова, который многие из вас знают, он часто бывает в Казахстане. И когда Виктор Рыжаков возглавил театр «Современник», я стала директором театра. То есть я еще менеджер, я умею считать деньги. Я даже сделала стройку. Вот. И когда началась война, я ушла по собственному желанию с этой должности. Ну, так довольно громко хлопнула дверью, но потому что война России против Украины означала введение военной цензуры. Директор театра — это цензор. И вот работать цензором на власти было совершенно невозможно для меня. И почему я говорю цензор? Потому что последние годы, после 2012 года, в России появлялись новые и новые административные законы, которые вступали в конфронтацию с Конституцией Российской Федерации, но тем не менее их проводила послушная Дума. И в конце концов у нас еще до войны возникла цензура, она была практически официальная. По ночам по WhatsApp звонили там из управления культуры и говорили, что делать, что не делать, отчитайтесь, почему у вас, что у вас там снова сказали не то, что у вас там актриса не так вышла, что за спектакль вы показываете. Вот, так что цензура существовала до. И поэтому, когда началась война, я точно знала, что я теперь буду цензор на зарплате. Вот, и я ушла. Почему я это говорю? Я говорю это для того, чтобы сказать, из какой точки я с вами разговариваю, кто я такая, чтобы делиться с вами опытом, приехав из страны, где мы потерпели, люди театра, как я считаю, мы потерпели крах. Я говорю из позиции человека, который переживает происходящее в России и в российском театре как катастрофу. И поэтому могу я говорить только о том, что было до катастрофы. Я, наверное, в том, что эта катастрофа произошла, была вина и российской культуры, возможно, и моя вина. Много работали, но, возможно, мы недостаточно много работали. Но целиком вина за эту войну, за эту катастрофу лежит на правительстве российском. И я прекрасно понимаю сейчас, вот уже когда 2 года идет война, что если есть огромный репрессивный аппарат у власти, то театр не может с этим совладать. Что может совладать с оружием? Но только наше воображение. Поэтому сегодня в России работают много людей, которые работают со зрительским воображением и поселяют, развивают в этом воображении зрителей идею о том, что мир может быть не таким, как он сегодня в России. Это уже важная работа, я считаю. Но все-таки я говорю с вами из точки катастрофы и говорю о тех идеях, которыми я была увлечена, которые я поддерживала делом своим до начала войны. И поговорить хотела о нескольких вещах, о роли в развитии российского театра. Я не могу говорить за весь театр, могу говорить только о том, что я знаю, да, буду говорить.
какое влияние, значительное влияние в российском театре на протяжении 30 лет свободы играл независимый театр. Как я считаю полезно соединяться государственному театру и негосударственному. Хотела сказать о том, какое место мне видится в современной драматургии, в репертуаре современного театра. Ну и если театроведам будет интересно и время останется, я могу рассказать о том, какими теориями, идеями мирового театроведения сегодня, в каком направлении сегодня смотрит российское театроведение, какие книги читает, какие идеи находит, какие идеи сегодня, какими идеями захвачено российское театроведение. Вот. Есть ли на этом этапе вопросы? Нет? Нет. Да? Нет. Хорошо, тогда начну, наверное, о том, что о ценности для российской культуры негосударственного сектора. Но я думаю, что на постсоветском пространстве и в Восточной Европе театральные системы устроены примерно одинаковые. Эти системы называются патерналистская система, патерналистская культурная политика. Есть вот либертианская в Америке, там преимущественная роль в развитии культуры в руках общества. То есть, что профинансировало общество через фонды, через гранты, то и есть. Ну, вот, а государство не поддерживает культуру, спорт, это все на откуп общества отдано. Поэтому в Америке нет государственного театра, и там нет даже Министерства культуры. Вот. Есть, это либертианская культурная политика. Есть федеративная культурная политика, как, например, в Германии. И противоположность, ну, разные. Есть политика вытянутой руки, как в Великобритании, самая, наверное, изощренная и классная. Но мы принадлежим к тем странам, в которых развита патерналистская культурная политика. Патернализм от слова патер, отец, то есть преимущественная роль в управлении, в содержании, в направлении культуры лежит на государстве. В таких странах много государственных театров, большая индустрия государственного театра. И государство, как отец, занимается попечением театра, он строит здания, выделяются ставки для артистов и для сотрудников. Всегда, даже в пандемию, платят зарплаты. Иногда из сборов билетов удается премии заплатить. Ну, в общем, хорошая система. Благодаря ей существует государственный репертуарный театр. Это положительная сторона. Да? Отрицательная – это то, что люди не мобильные работают в государственном театре, они не мотивированы выходить на сцену и хорошо делать свою работу, потому что при любых обстоятельствах они будут получать зарплату. Это очень-очень расхолаживает. Поэтому нужны какие-то драйверы, какие-то инструменты, которые помогают театру быть на волне, быть бодрым, увлеченным, делать свое дело как положено. Да? И помнить, например, про свою ответственность перед обществом. Государственный театр финансирует налогоплательщики, люди финансируют. Не дяди сверху, да, а налогоплательщики. Что вы даете этим людям? Они платят за вас дважды. Они заплатили вам зарплату. Люди, которые сидят в зрительном зале, они платят вам еще за то, купив билеты в ваш театр. То есть люди скинулись дважды. Сначала все население страны для того, чтобы вы могли выходить на сцену и, как говорил Гёте, отливать свой сверхчувственный опыт в чувственной форме. То есть получать наслаждение. Да? И плюс еще вам платят, заплатив за билеты. Тогда, что помимо удовольствия вы собственного выходить на сцену, вы даете людям? Большой вопрос. Ну, в общем, нужны какие-то движки, которые позволяют государственному театру не засыпать. И в России таким движком стал негосударственный сектор. Он государством не поддерживается. Позже, не поддерживался изначально, а позже, в 10-е годы, появились большие грантовые программы по поддержке негосударственного сектора в культуре. Ну, то есть огромные бюджеты тратятся на содержание зданий и людей в индустрии, да? И маленькие деньги тратятся на выделение грантов, как правило, негосударственным компаниям, для того, чтобы что? Как раз для того, чтобы возникало культурное многообразие. Для того, чтобы люди могли делать то, люди искусства, люди театра, да, чтобы могли делать то, что в государственном театре невозможно. Как сама прослужившая, у меня было полно иллюзий насчет того, что государственный театр ленивый, поэтому он не делает, там, например, интересные театральные жанры, не продвигает это, десятое.
Но когда я стала работать в театре, я поняла, что это экономически нецелесообразно, просто невозможно иногда организационно делать то, что может делать мобильный негосударственный театр. Променад-театр, инклюзивный театр, часто современные пьесы экспериментальные, многие междисциплинарные проекты, где, например, соединяются художники из разных дисциплин, они просто невозможны в государственном театре, потому что государственный театр обязан трудоустраивать, давать работу своим сотрудникам. И он не может нанять, как делали мы в центре Мейерхольда, например, цирковых артистов, драматурга, мультимедиа художника и сделать документальный спектакль цирковой. Такой Cirque Nouveau, просто не может государственный театр это сделать, потому что пока будут делать тут Cirque Nouveau, новый цирк, что будут делать сотрудники на зарплате? Они что, будут покуши бить? Непонятно. В России в какой-то момент осознали в 10-е годы, что негосударственный сектор это дает развитие государственному, подпитывает его и создает то культурное предложение, которого в стране не хватает. Он недорого обходится государству, он позволяет обмениваться идеями и навыками людям, которые работают в негосударственном секторе и работают в государственном секторе. Большинство людей, которые в России работают в негосударственном секторе, в частных компаниях, которые мы называем, некоммерческих частных компаниях, которые мы называем независимым театром. Большинство из этих людей, особенно это артистов касается, они находятся на зарплате в государственном театре. И они, что называется, не государственные, ходят на сцену. По сути, они несут двойную трудовую нагрузку. Они работают и в государственном театре, они работают в негосударственном. Они работают как женщина. Женщина несет двойную нагрузку. Она работает на работе, работает дома. Да? Вот такая же нагрузка у артиста в негосударственном секторе. Но зато они не зря коптят небо. И, как правило, негосударственный сектор развивается в крупных городах, где много такого театра, государственного, да, где много артистов, которые обеспечены и работой, и зарплатой в большом театре, и могут создавать маленькие команды, чтобы работать, делать то, что им нравится, делать то, чего они не могут сделать в стенах родного театра. И вот в России такими двумя центрами негосударственного театра были Москва и Питер. В Петербурге больше, чем в Москве было независимым театром. И в негосударственном секторе очень интересные процессы развивались. Вот, например, в Москве НИГОСы, буду называть их так коротко, НИГОСы, независимый театр, они любили открыть площадку и вот на площадке там уживаться. А в Петербурге было развито направление поп-ап театра, то есть театр, который существует без площадки. Площадка – это тяжелое обременение. Ее нужно оплачивать аренду, ее нужно бесконечно ремонтировать, чинить, ее нужно наполнять зрителями. Поэтому в Питере молодые художники смекнули, что лучше создавать команды, которые будут держать свое оборудование или, например, костюмы, декорации на складе, да? И будут на своем автомобиле на разных площадках перевозить это все добро, чтобы играть свои спектакли. И таким образом они к ним в гости приходили, а они приходили на те площадки, где есть их аудитория. Да? Это другой альтернативный способ делать негосударственный театр. Я с годами тоже стала поддерживать идею того, что не нужно работать на площадке. Стала поддерживать, когда сама стала работать на площадке, когда стала заниматься стройками, ремонтами, крышами, снег сбивать с крыши, оплачивать уборки, вот это вот весь этот ужас. Так что вот есть две такие классные альтернативы. И у меня была идея, от которой я не откажусь, и никто мне не помешает отказаться от этой идеи даже, война, что это есть сегодняшняя молекула театра в 21 веке. Что молекула театра сегодняшнего на постсоветском пространстве, в России, в Казахстане, в Польше, в Восточной Германии, да и в Германии, собственно, в Западной Германии то же самое. Молекула театра – это конвенциональный театр, то есть театр, насчет которого все сговорились: публика, артисты, зрители. Это театр, который является зеркалом для реальности, хранилищем традиций и все прочее. Это государственный театр, да, в нашем случае. И там воспроизводится традиция, хранятся скрипы,
Туда проникает свежий воздух, разумеется, сейчас скажу за счет чего. Но вот это такие большие важные институции театральные. Это вот одна ветвь ДНК, да? Молекулы, из которой определяет состав театра. А вторая ветвь – это не государственный театр. Это вот эти молодые, рассерженные художники, артисты, которые всегда недовольны тем, что делают взрослые, которые всегда не устраивают то, что они делают в этом вот настоящем театре, и которые переизобретают театр и правильно делают. Да? И вот эти вот это поисковое направление, экспериментальное направление в театре, оно является второй ветвью молекулы. Ну, вы помните, как устроена молекула ДНК, да? Это две ветви, которые сплетаются между собой ДНК, и между ними есть соединение. И молодые рассерженные, когда стареют, когда появляются дети, и когда пора уже, не знаю, там, взять квартиру в аренду или там в ипотеку, и пора уже осесть, они ходят на работу в государственный театр и там делают реформы. То есть вот экспериментальный театр, конвенциональный театр, и молодые силы приходят из негосударственного театра в государственный, чтобы совершать реформы. Да? Реформа – это не революция, это что-то мягкое, то, что на реформу, то, что дает, то, что освежает жизнь в Большом театре. Но это придумала не я, это придумал еще Станиславский, который, да, открывал студии при Московском художественном театре для того, чтобы бесконечно подпитывать театр. Но студия – это дорого. И студия – это нерентабельно, студия – это несовременно, скажем так. Да? Студия – это то, чем ты управляешь. Студия – это как лаборатория при большом заводе, опытно-экспериментальная. Она не может дать тебе того, чего ты ей не заказал. А вот независимый театр, никто не заказывает ему, что ему делать. Поэтому плодотворно ходить туда и смотреть, что происходит. Я наблюдала, как это происходило в МХАТе в нулевые, когда МХАТ возглавил Олег Табаков. Он артист, он очень хороший артист, великий артист, и он замечательный совершенно организатор, потрясающий. И еще он то, что называется headhunter. У него чуйка на новое, на актуальное, на современное. И великодушие, вот широкая душа, да, которая позволяла ему все прекрасное, что он видит, все прекрасное, что движется, тащить к себе в домик, тащить к себе в свой театр. Возник там, не знаю, Кирилл Серебренников, молодой резонансный режиссер, ну что еще не был резонансный, поставил современную пьесу в подвале, в каком-то там нижнетаганском тупике. Он видел, поспрашивал людей, говорят, стоит. Пришел в зал, посмотрел, у людей глаза горят. Он, все, идем ко мне. И дальше уже у Табакова в МХАТе Кирилл Серебренников на маленькой сцене ставит современную пьесу, а на счет 3 через 2 года ставит классику. Да? И не Табаков, и не я это придумали, и даже не Станиславский. Так складывалась эта система, государственная как бы, система в Европе после авангарда, после изобретения такой профессии, как режиссера, с начала 20 века, когда театр встал на такие рельсы эксперимента и остается на этих рельсах. И сегодня вот эта вот молекула, о которой я говорю, она сложилась тогда, в начале 20 века. И в начале этих процессов стоял драматург. Драматурги, увидев, что старая классическая пьеса, будь то пьеса Шекспира, или пьеса Сарду, или пьеса Островского, пьеса, сделанная по аристотелевскому канону, с исправлениями актуальными, но тем не менее вот эта старая добрая пьеса не работает в Европе, не работает на сцене. Почему? Потому что театр в эпоху Возрождения родился как сцена, на которой сталкиваются крупные личности. Да? В шекспировских пьесах крупные личности выходят на сцену, так, и они все крупные. Да? Это индивидуалистическая эпоха, коммунистическая эпоха. Вы скажете мне, ну там, Отелло-то крупная, вот Яго, и Яго крупная личность. Вот они выходят, движимые разными интересами. Один идет в точку А, другой в точку Б, и они сталкиваются на сцене. И так было до 19 века, пока не появилось массовое сообщество. Крупные города, когда стекаются тьмой людей, и человек потерял вот это чувство, что он управляет собой, своей жизнью на земле,
перестал чувствовать себя индивидуумом. Помните, герой Достоевского кричал: «Тварь я дрожащая или право имею». Вот я бы так не сказал. И Отелло не сказал бы про себя: «Тварь я дрожащая». Он точно знает, что он не тварь дрожащая. Он индивидуум. Он выходит на сцену жизни и там... А герой Достоевского уже не может так сделать. Он герой нового времени. И вот наступило новое время, где человек чувствует себя вовсе не тем, кто управляет своей судьбой, а песчинкой в океане мироздания. Чувствует себя, видит себя частью толпы. И вот этот старый добрый театр, где индивидуумы сталкиваются на сцене, просто не работает. Человек смотрит на сцену и говорит: это не про меня. Раскольников смотрит на шекспировскую пьесу в театре и говорит: это не про меня. Эти люди управляют своей судьбой, я ничем не управляю. Я винтик в огромном государственной, вернее, в какой-то огромной этой машине. Маленький винтик, от меня ничего не зависит. Люди, которые привели в соответствие мировоззрение нового человека со сценой, это были драматурги, которые стали писать пьесы. Машина, театральная машина очень неподвижная, инертная, она долго раскачивается. А драматург — человек, который сел в его воображении в другой тип театра. И вот эти вот драматурги, которые стали перепридумывать театр, писать бумажный театр, это были драматурги. Люди, которые стали писать эти проекты театра, это были драматурги. Ибсен, Стринберг, Гаутман, Чехов, Оскар Уайльд, Бернард Шоу. Ну, не так уж и много их на самом деле было. Не так уж и много. Вот. И дальше эти тексты надо было поставить на сцене. В них виделось, людям театра виделась возможность для нового театра. Что это за новый театр? На большой сцене их не сыграешь. «Чайку» мы сыграли в Александринском театре, да, и она провалилась с грохотом. Нужно было придумать театр. И вот тогда стали появляться студийные театры, негосударственные, маленькие студийные театры, полуподвальные, где энтузиасты экспериментировали с новыми текстами. И в какой-то момент вот в этом вареве, на маленьких сценах, собирались артисты, драматурги, художники разных дисциплин, думали, как же это все поставить, как же это все сделать, как сыграть вот этот образ. Ну, Метерлинка, знаете, да? Помните пьесу Метерлинка? Титиль и Метиль, дети идут по заброшенному дому в поисках, не знаю, там, надежды, за каждой дверью чудится смерть. Ну, как это играть? Ну, не писали для этого пьес, где дети были по сцене, они главные герои. Вот как? Они должны верещать детскими голосами, должны говорить вот такими голосами тетили-метили, или они должны говорить, ну, как люди. А как они? Надевать на них детские одежды? А как вот эти вот предметы, которые встречаются, ну, как это сыграть? Короче, театр, в котором артист решал все вопросики и драматург, не годился для того, чтобы играть вдохновляющие пьесы Метерлинка. Должен был появиться человек, режиссер, который... Ну, кто такие первые режиссеры? Человек на сцене, они там решают вопросики. Один, который похуже играет, он много гласит. Ему говорят: слушай, давай ты сядешь в зал и вот оттуда будешь вот смотреть, как наше целое получается. Ну, ты портишь нам тут вот все равно те зрители ходить не будут. Давай ты будешь решать вопросы. И вот Станиславский, да, вот остался в зале и стал руководить процессом, и не он один. И так вот родилась режиссура. Это, в общем, были артисты-неудачники, у которых было видение целого и видение театра. И так родилась профессия режиссуры. То есть сначала была новая драма, потом профессия режиссура, потом театральный авангард. Следующими шли люди, которые сказали: знаете что, театр, конечно, может быть зеркалом для реальности. Мы можем играть Ибсена, можем Стринберга, можем Чехова, но все равно, даже в самых лучших современных пьесах, в самых новых, актуальных, театр все равно остается зеркалом для реальности, подражанием тем, что Аристотель называл, театроведы как называл? Мимесис праксис, подражание действиям, подражание. И вот авангардисты в начале 20 века сказали: театр может быть другим. Он может быть тем, каким театр был до возникновения вот этого вот ренессансного европейского театра. Он может быть на площади, он может быть форумом, он может быть мистериальным, он может быть другим, он может быть самой реальностью. Он может не быть зеркалом, а может быть реальностью. И все такие: да нет, ну вы что, серьезно, что же, как? И тогда одни авангардисты углубились вглубь веков и стали черпать вдохновение там, в комедии дель арте,
от которых не осталось текстов, пьес не осталось. Они стали черпать в разных направлениях, до театральных формах стали черпать вдохновение, а другие стали черпать вдохновение в современном искусстве. И так родился театральный авангард. Главным намерением, которое было, создать театр, который был бы не отражением реальности, а самой реальностью. И слово авангард для них придумали потом, и слово перформанс для них придумали потом. Но по сути, зачастую это был тот медиум, который мы сегодня называем перформансом. Спектакль «Мудрец» Эйзенштейна, для которого он придумал метод монтажа аттракционов, это был перформанс. Спектакль «Победа над солнцем» большой молодежной художественной группы, который один раз показали на сцене в 2014 году в Петербурге, это был перформанс. В общем, главные события театрального авангарда, они, как правило, проходили один раз, они были событиями, и это были перформансы. Да? То есть это было нечто, что происходит здесь и сейчас, что невозможно воспроизводить, что случается сегодня и больше не повторится никогда. Так вот, во второй половине века вот это вот наследие авангарда, оно вдохновляло художников и произошло в европейском театре. В нашем, вашем этого не было. Но вот в европейском театре идеи авангарда нашли свое отражение уже после войны, и там родился этот медиа-перформанс, и с одной стороны художники современного искусства все более театрализовали свои события художественные, а люди театра все более устремлялись к современному искусству, они хотели делать театр как современное искусство. Ну, в общем, произошел то, что называется перформативный поворот. И вот в России мы тоже переживали этот перформативный поворот уже после перестройки, после обретения независимости. Можете в России говорить независимость? Вот вы говорите независимость, а я не знаю, как это говорить про Россию. Ну, наверное, это чего? Я тоже называю это независимостью. Независимостью от... Но вот, в общем, у нас тоже происходил этот перформативный поворот, и я видела, как он происходил и в Казахстане. Я очень мало видела в Казахстане. Что-то я видела на фестивале «Наурус» в Казани, что-то видела, когда приезжала в Казахстан, что-то видела в самом центре Мирхольда, когда мы приглашали казахстанские компании, команды и центральноазиатские команды. Но мне кажется, мне представляется, что здесь тоже происходит этот перформативный поворот. И мне что вот Казахстан есть чем гордиться, у вас много негосударственного театра, в Алматы, я знаю в Алматы. И замечательный, глубокий, с глубокими традициями государственный театр. И не хотела бы прозвучать как агитатор, хотя нет, я хочу прозвучать как агитатор. Я вас агитирую за то, чтобы организовывать эту встречу между государственным и негосударственным, независимым и драматическим, междисциплинарным и музыкальным театром, устраивать эти встречи, потому что они обогатят всех. И я вам цифры приготовила. В 2020 году, за 2 года до войны, чтобы показать, что результаты были результаты нашей работы в России. Вот мои цифры. Я писала для Министерства культуры, эти цифры считала. Когда во время пандемии мы писали программу для Министерства культуры по поддержке людей из независимого сектора, которые ничего не стоят государству, являются очень теневым сектором экономики. При этом они создают тоже общественное благо, что и государственный театр. Это, кстати, для тех, кто будет заниматься этим, кто занимается независимым театром, вы должны помнить, что вы создаете театр, это общественное благо. В государственном театре люди его создают за зарплату. Ну, значит, немного чести. За государственные деньги создавать общественное благо. А вот люди, которые делают независимый театр, они создают общественное благо за свой счет. Как говорили наши чиновники, они экспериментируют на свои. Вот. И они настоящие для меня герои театральные, настоящие культурные герои. Так вот, в 2020 году я посчитала, какая была доля негосударственных театров среди участников национального театрального фестиваля «Золотая маска». В конкурсе в пандемийный год участвовало 65 спектаклей.
Так вот, в разделе драматических спектаклей малой формы из 13 спектаклей 6 были созданы негосными, то есть половина. На большой сцене, конечно, нет. Большая сцена оккупирована государственными театрами, нет. Но на малых сценах половина успехов, да, успешных спектаклей, выбранных экспертами, это были негосы. В современном танце 9 из 10 спектаклей созданы негосами. То есть академические музыкальные театры создают все, что угодно, кроме того, что нужно публике. Современный танец. Большинство успехов в негосударственном секторе. В театре кукол две работы из 7 негосударственные театры создали. В опере, даже в опере, самое высокобюджетное искусство, 1 из 14, а в номинации «Эксперимент», 8 из 10. То есть, даже вот так вот на цифрах, по цифрам понятно, что, первая цифра, половина лучших спектаклей России созданы независимыми театрами. То есть можете себе представить, в России там 200 государственных театров, они что-то делают, средства выделяются, и всего 143 работы успешны. Они госы работают, на свои экспериментируют. И почти все работы нужны зрителям, высоко оцениваются критиками. То есть половина лучших спектаклей России создана в негосударственном секторе, которому государство выделяет только мизерные гранты. И какими путями может вестись эти закругляться, да? Закругляюсь? Нет, еще есть. Хорошо. Хочу вопрос. Тогда я закруглюсь и 10 минут на вопрос. Какими путями? Когда мы пришли в центр Мейерхольда, мы увидели, что это лучший способ соединять государственные и негосударственные театры. Это площадка без труппы. Мы предложили систему резидентов. То есть в нашем государственном театре работало 14 негосударственных компаний, которые мы предложили быть резидентами. То есть они ставили свои спектакли, мы обеспечивали их технически, оборудованием, полы, маркетинг. Самое главное в театре – это идея, а на втором месте что? Художественная идея, художественная программа, а на втором месте маркетинг. Мы давали негосударственным театрам маркетинг, то есть зрителей. И вот 10 лет мы работали с негосударственными театрами и показывали, мне кажется, мы дали возможность выжить молодым компаниям, которые, вы знаете, они как божьи коровки. Вот они появлялись и умирали, потому что долго вгорали люди в негосударственном театре. От того, что у них появлялась надежная сцена, место, где можно играть свои спектакли, они стали выживать, их стало больше. Просто стало 14 компаний смогли выжить. Это, мне кажется, замечательный результат. Но и потом при таком вот соединении ГОСа и НЕГОСа оказалось возможно делать такие экспериментальные работы, которые не может себе позволить ни большой академический дом, ни маленькая независимая компания. Да? То есть там могли вестись такие эксперименты, которые не под силу ни тем, ни другим. И это первый год, да, то есть создать, в конце концов, уже центр, в котором смогут работать негосударственные компании. Второй путь лаборатории, это вам известный путь, да, в государственном театре устраивать лабораторию, ставить нам новые пьесы, приглашать на починки или на создание эскизов молодых режиссеров, начинающих дебютантов, и лучшие работы пускать в дело. Какие еще есть пути? Приглашать на работу людей из НЕГОСа – это лучшие люди. Лучший директор театра – это человек, который руководил негосударственным театром и сам на своей машине возил декорации. Он будет лучшим, он не будет беречь каждую лампу, он не будет давать взятки, у него не будут, не знаю, там, не вкручены лампы, у него все получат зарплату, все получат вовремя, будут вымыты полы, в общем, у него будет настоящий порядок. Люди из НЕГОСов – это не товарищи из государственных театров, которые из пищевой пирамиды люди. Что помимо, режиссер, который долго работал в негосударственном театре, он будет, у него мышление, сознание, идеи, язык театральный, да, сформировался там, и он может очень пригодиться в государственном театре. Так делали все 100 лет,
вот большие дома, они делали так 100 лет. Они как Табаков приходили на маленькие площадки, искали там самородков, да, которые на свои экспериментируют, и тащили к себе. Так было во Франции, да, где театр «Старой голубятни», где «Картель четырех». Все вот эти вот Капор, Жуве, Петоев, все режиссеры этой плеяды, все начинались на своих голубятнях, да, на своих подвалах, на своих чердаках работать. Все потом оказались в Комедии Францесс. И Комедий Францесс благодаря этому вышел и стал настоящим, ну, таким зеркалом для реальности. То же самое происходило в Великобритании, то же самое происходило в России после перестройки. В общем, это универсальный закон, они советовали хозяйки Елены Ковальской. Вот. И приглашают на работу тех, кто стартанул хорошо в независимом театре, самые дерзкие, самые интересные, самые скандальные, самые хулиганистые. Они сделают государственный театр место, где люди будут спорить об искусстве, а не засыпать. Что еще? Какие еще способы? Какие вы знаете способы? Копродукции. Копродукции. Делать что-то вместе. Делать спектакль вместе. На бюджеты, которые есть у государственного театра. Но если в Казахстане есть программы по поддержке не государственного театра, это еще лучше. Вы тратите часть своего бюджета в государственном театре, они свой грант приносят к вам. И вы делаете работу на вашей сцене, которая вам ничего не стоит, ни во что не обходится. Да? Вы платите своим артистам, а не своим артистам. Вот и получается копродукция. Тяжелее всего государственный театр идет на копродукции. Но это самое плодотворное. Соединять артистов из двух секторов, художников из двух секторов и бюджеты. И чтобы уже закрыть эту... Как 40? До 3? Значит, можно распространяться бесконечно долго. Хорошо. Ладно, тогда все-таки приведу спасительный пример о пользе старикам смотреть в сторону молодых и о пользе молодым не гнушаться встречи со стариками. А потом послушаю ваши вопросы и, может быть, что-то из своего конспекта еще расскажу. Лоренс Оливье, Великобритания, 56 год. В 56 году рассерженное поколение молодых драматургов пришло на британскую сцену. Ну, Вторая мировая война закончилась, Британия вследствие антиколониальных войн в своих провинциях потеряла все провинции, из Британской империи превратилась в маленькое островное государство. И вот художники, которые сформировались еще до войны, они все под носителем этих ценностей. Мы, Британия, огромная страна, держим весь мир, мы несем цивилизацию темным народам. Вот это вот все. Ну и молодое поколение, которое говорит, ну и что? Ну и что вы? Вы просто напыщенные индюки, которые колонизировали полсвета, которые эксплуатировали людей, которые выжимали из них соки из других стран, и чуть про себя воображаете. Вы просто комары, вы кровососы. Кто вы, наши отцы? Вы просто... Мы не хотим вас знать, говорили они. Вот это вот молодое поколение, их называли молодые рассерженные, писали новую драму, новые пьесы. И все процессы, важнейшие процессы второй половины 20 века в британском театре происходили благодаря им, драматургам. И одна из таких первых резонансных пьес, это была пьеса «Осборна «Обленись в огне», 56 год. Она вышла в маленьком театре Royal Court и наделала шум. И вот Лоренс Оливье с Джоном Гилбером, они были погодками, коллегами, и у них там была такая фишка, они играли в театре Old Vic одни и те же пьесы, ну, то есть все артисты, вот есть состав, и они два состава на Гамлета. Вот выходил Лоренс Оливье, и был такой национальный герой, Гамлет, который вот кричал «Порвалась связь времен!» Ходил Джон Гилберт, неврастенник, такой «Порвалась связь времен!» И люди абсолютно, это были два разных спектакля. И люди хотели, еще маркетинг, замечательно, люди хотели посмотреть на один спектакль того и другого. Ну, в общем, и вот эти два артиста, Гилберт и Оливье, они, ну, как бы, столпы британского театра. И вот после Второй мировой, когда вот это новое поколение пришло на сцену, все шумят, «Обленись в огне», Ролл-Корт, и Гилберт говорит: «Я не пойду смотреть эту дрянь, там на сцене только говорят, я читал рецензии». А Оливье говорит: «Я пойду». И пошел. И повел его, собственно, страшновато, ходить там молодые, оголтелые,
называли себя рассерженным, а вдруг они побьют меня. В общем, он пошел с критиком Тревора Нанна. Тревор Нанн, который топил за современную драматургию, он сидел рядом с Лоренсом Оливье, когда тот смотрел пьесу. А пьеса, ну, такой радиотеатр. Бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу. Люди сидят и говорят, и говорят, и говорят, и говорят. Ну, в это время там у Чехова судьбы рушится, но все равно люди говорят и говорят, говорят и говорят. И Оливье немножко так заснул. И после спектакля говорит, ну, какая-то, что ж мне делать? Мне нравится. Тут говорит, вы просто не понимаете. Это вот вы и он. Между вами и есть порвавшаяся связь времен. Если вы хотите ее восстановить, пойдите да поговорите с ним, да познакомьтесь, да просто поговорите. И вот он им организовал, Тревор Нанн организовал встречу этим двоим, Джону Осборну и Лоренсу Оливье. И они довольно долго и недолюбливая друг друга, да что-то ненавидят. Это у них два идейных врага. Но они сели за стол переговоров, ну, вернее, в кафе сели, и бесконечно разговаривали. И договорились, они пытались понять, ну, хоть что-нибудь есть, что они любят одинаково. Ну, хоть что-то. Они любили разное, они принимали разное. Ну, в конце концов, договорились до того, что да, есть нечто общее, что им нравится. Это старый, добрый, как театр варьете или кабаре. Это уже умирающий к тому времени был жанр, но оказалось, что они любят старых комиков. И в этот момент выяснилось, что Лоренс Оливье, которого все считали, не знаю, каким-то национальным героем, человека, который сыграл просто всех национальных героев, что на самом деле мечтает сыграть комедию, считает себя комедийным артистом, только никто ему никогда не давал играть комедийные роли. И тогда они ударили по рукам, и Осборн написал пьесу «Комедианты». И это была любимая роль Лоренса Оливье в 60-х. Это был фурор. Потом фильм сняли, мюзикл, в общем, это был прям такой судьбоносный спектакль. И все от того, что они сели вдвоем и поговорили, и нашли, что у них общего. Вот, поэтому желаю вам искать общее с вашими мастерами, с вашими стариками, не слепо преклоняться, не презирать, а искать, что вы любите вместе и делать то, что нравится вам. И вот здорово будет, если в спектаклях молодых режиссеров сыграют ваши мастера, и если это будет современная пьеса, которая вышла с фестиваля драмы КД. Спят молодые люди, спят режиссеры, спят. Кому я это говорю? Ну хорошо, слышали новые ровесники? Да, и тех, кого я кричала в ухо. Вот те ребята, которые сидят ярко освещенными, они не спят. У вас есть вопросы? Нет? У вас есть вопросы? Микрофон. Дайте я вам буду ходить. Ну, есть микрофон. Но я хочу. Я не могу, я люблю. Все включено, говорите. Вот вы сказали про историю театра, про как создать театр, но мы бы хотели, студенты-театроведы, слушать от вас про современные театровические методы. Хорошо, я услышал вас. Да. Современные театроведческие методы. Да, вот это моя любимая тема. Я к ней приду, может быть, еще. Сейчас соберем вопросы. Уважаемый, сколько вопросов? У меня есть. Полчаса. Да, ваш вопрос. Может, это простой вопрос, но мне интересно. Для кого или же для чего должен работать театр, по-вашему? А уточните вопрос. Ну, в смысле, для людей, для кого? Для зрителей, для художников, для... Ну, это тоже моя любимая. Можно начать с этого вопроса, потом про ваш, да? Ну, смотрите, все на столкновении, вернее, на пересечении интересов делается. Все делается на пересечении интересов. Художник хочет отливать свой сверхчувственный опыт в чувственной форме. Артист хочет выходить на сцену и рисоваться, да? Вот так вот делать. Зритель хочет развлекаться. Еще художник хочет учить. У него есть взгляд на жизнь, и он хочет всех научить. Он хочет изменить мир к лучшему, разумеется. А он все время, у него много желаний, он много хочет. Ну а зритель хочет развлекаться. Зритель не хочет, чтобы его учили, потому что он уже в школе отучился. Спасибо, не надо меня в театре учить. Я ведь за этим пришел. И не надо мне рассказывать про свой космос. Расскажите мне про меня, говорит зритель. Художник хочет говорить про смысл жизни. А вы знаете, где человек чаще всего думает про смысл жизни? Социологи говорят. В душе.
когда он обнаженный, обтекаемый водой, в полном одиночестве, да, в депривационной такой вот ситуации, он в этот момент очень продуктивно думает про смысл своей жизни. И он не хочет слушать про смысл жизни в театре, он хочет развлекаться, отдыхать, все что угодно. Поэтому на пересечении этих интересов и складывается театр. Художник может считать, что он делает для себя, но он не может не считаться с потребностями зрителей. И поэтому, если он не дурак и считается с потребностями зрителей, то он, наверное, эти потребности как-то выясняет. Как? Я застала в ГИТИСе, когда начинала учиться, представление, которое очень нравилось моим мастерам, что публика дура. Художник должен говорить с Богом. И публика типа дура. Я так не казалось, потому что я сама была публикой. А потом, когда, мне это казалось, тогда вот в начале этого века, мне казалось, что публика не дура, но все равно ей надо просвещать, развивать. Вот это вот, знаете, мы говорим, надо развивать зрителя, надо просвещать зрителя. Ну, серьезно, я стала работать в центре Мейерхольда и обнаружила, поскольку я устраивала паблик-токи со зрителями, я обнаружила, что наши зрители образованы гораздо лучше, чем мы, все, кто работает в нашей индустрии. Они преуспели в своих профессиях. Мы умеем только либо вот это вот, либо вот видеть театр и отражать его. Они умеют, знаете, какие вещи, которые нам не снились. И при этом они еще и театр понимают, раз они смотрят вот это вот все и воспринимают наши. Да? Они ходят на выставки, а ходим ли мы? Ха-ха. Они читают книги, а читаем ли мы книги? Они смотрят фильмы, они делают это в 10 раз интенсивнее, чем мы. Они понимают современное искусство, а мы? Когда мы говорим, что весь мир театр, что мы себе представляем? Что такое весь мир театра? Как вы себе это понимаете? У меня есть ответный вопрос. Вот, театр обиды. Что вы скажете? Что будет весь мир театра? Весь мир театр? Да. Что это значит? Как это перевести на человеческий? Давайте. Думаю, весь мир театр, и мы в нем актеры, да? Как понять? О, ведь они и есть уже театр. Такая жизнь — это уже театр. Спасибо. Вот вы наш человек, вот прям плоть от плоти театра. Мы считаем, что вот вся жизнь — это отстроена по принципам театра. Вот понимаете, это мы натягиваем на вот, театр на весь мир и говорим весь мир театр. Но это же по-другому. Есть весь мир, да? Весь мир есть. А мы его знаем, этот мир? Нет. Мы знаем только театр. И мы говорим, весь мир устроен как театр. Мы его видели, а мы его знаем. Это ошибка. Вот это наша ментальная ошибка людей, которые делают театр. Кажется, что вот, весь мир сводится к театру, а он не сводится к театру. И поэтому люди, которые приходят к нам, наши зрители, они лучше нас знают жизнь. По сути, нам их нечему научить. Это такая глупость выходить на сцену с мыслью, что ты получишь кого-нибудь. Ну правда, вы молодые, красивые, яркие люди. Чему вы можете меня получить? Я жизнь прожила, мне 55 лет. Серьезно? Вот когда вот выходят люди на сцену, смотрят, я сейчас расскажу вам, как все устроено. Серьезно, парень, правда. Ты можешь поделиться мне своим мировоззрением, ты можешь рассказать мне, как ты страдаешь, как страдают люди твоего поколения. Ну, чему ты можешь меня научить? А что ты не можешь сообщить? Ну ничего. А тогда о чем тебе со мной разговаривать, со зрителем, да? Поэтому ты, конечно, выходишь на сцену, потому что тебе это важно. Ты делаешь театр, потому что тебе это важно. Ты говоришь про то, что тебе важно. Но учитывай, что мне важно. И вот мы в центре Мейерхольда выясняли потребности зрителей через бесконечный разговор и обнаружили, что у них есть интеллектуальная потребность, а мы довольно туповатые. Поэтому надо развиваться нам, чтобы интеллектуально дотягивать до наших зрителей. У них есть эмоциональная потребность. Вот это вот мы с горкой даем. Да? Вот эти вот рубашки на груди. Эмоциональное — это то, что в театре есть. У людей есть потребность в коммуникации. А наши зрители приходят в театр и сидят там, мы там прыгаем, да, мы активные, мы сжигаем калории, а они сидят вот такие вот, а они хотят коммуницировать.
И поэтому тот театр, в котором можно жарко поспорить, не знаю, там, это же театр же, ну, как бы спинным мозгом чувствуешь, что думает сосед, мы же кидаем взгляды друг на друга, мы в зале же коммуницируем, так дайте нам повод, чтобы мы поспорили о чем-нибудь, вот так вот. Чтобы женщина одна сказала мне: господи, что это класс, это класс. Ну, вот, нам же хочется этого, в очереди в туалете, чтобы можно было поспорить с женщиной, чтобы в очереди в буфет можно было поспорить с мужчиной о том, как трактовать этот спектакль. Дайте нам повод. Вот это вот там, безусловно, как мировоззрение выразил свое и все. Нет, дайте нам о чем поговорить и поспорить. Коммуникативно. Еще есть потребность в творчестве, поэтому люди хотят такой театр, в котором они тоже могут чувствовать себя художниками, зрители. То есть дайте им немножко воздуха и пустоты, чтобы они могли домыслить, дофантазировать, включить свою фантазию. Вот этот театр, который вот мы раскрасили, взяли пьесу, раскрасили ее так, что там места для моего воображения не осталось, все скучно. Ну, это такой потребительский театр. Вот, так что на пересечении интересов. И хочешь быть нужным людям, нужно изучать эти интересы, разговаривать со зрителями, с людьми. Вот, так что так, спасибо. А так-то для себя и можно даже для Бога. Вот. При вопросе театроведения, это очень интересно. Был такой немецкий театровед Макс Герман, который в начале 20 века положил начало вот новому немецкому театроведению. Туда был Лессинг, да, а вот Макс Герман, человек, который погиб потом в концлагере. И параллельно с ним стал развиваться в России, вообще театр Германии и России развивались, поглядывая друг на друга в начале 20 века. И Гвоздевская школа, петербургская формальная школа, да, это вот похожая на школу Макса Германа. Что говорит на немецкое театроведение, о чем говорила школа Гвоздевская, что театр – это не искусство разукрашивания пьес, а это автономное искусство, автономный медиум, у которого есть автономный язык. Да? Что театр говорит своим сложно сочиненным языком, и текст – это только один из элементов спектакля. Это не основа основ, которую мы разукрашиваем, да? А вдохновляющая текст – это, скажем так, вдохновляющая художников и артистов программа, которую они воплощают на театральном языке. Да? Что создает театр? Театр создает не произведение искусства, которое потом можно бесконечно репродуцировать, но создает события. Да? События. Не то, что, знаете, я приезжала Алла Пугачева, это большое событие в моей жизни. Нет. В моменте, когда происходит спектакль, он событиен. То есть есть у людей ощущение, что что-то происходит здесь и сейчас. Вот, сию секунду. И свойства, которые мы называем здесь сейчас, его можно называть перформативностью. Да? Происходит сейчас. И художники, авангардисты придумывали разные штуки, чтобы создавали события разного рода. А театр тянулся за этим и хотел тоже делать событийным. У Станиславского была своя система, как создавать чувства здесь и сейчас, каждый день, да, система. У Мейерхольда была другая система, у Кротовского третья, у Питера Круга четвертая, у Ивана Вырыпаева пятая, у Виктора Большакова шестая. То есть художники, которые относятся серьезно к своему искусству, они пытаются делать театр, сделать театр, драматический театр событием, которое происходит со зрителями и артистами здесь и сейчас, сию секунду. Да? Но это легче получается делать, что достаточно наработанных методов в негосударственном секторе, перформанс, да, позволяет это делать экономичнее. Но большие дома все равно стремлены к тому, чтобы делать события. И вот немецкое театроведение – это то, что мы читаем, поскольку нет пророка в своем отечестве, да, мы вот читаем немцев. Есть книга Рики Фишер-Лихте про перформативный поворот, про эстетику перформативности. Есть книжка Лемона, которая предложила нам понятие постдрамы, она демонизировалась долгие годы. В России что там, в начале века ругали постдрамы и перформансы. Да? Посмотрели какую-то гадость, говорят, да это какой-то перформанс. Это что? Ой, гадость, такая постдрама. А потом оказалось, что это вовсе не какое-то там направление в искусстве, а это зонтичное определение для чего-то, что выходит за пределы драмы, как нормативного искусства. Драматическое искусство нормативное. Вот. И то все, что заходит за пределы, это постдрама. Но очень интересно. Я сама в КИТИСе преподавала
именно постдраму, у меня был курс постдрамы до 4-го курса театроведов и курс авангарда. Почему-то мы его всегда на 5-м курсе изучали авангард. То есть сначала постдраму, сегодняшнюю ситуацию, да, а потом искали корни в истории авангарда. И для меня большой влиятельной книгой является «Словарь театра» Патриса Паве. Это французское театроведение, это семиотическая школа. Они переписывают, редактируют словарь театра из года в год. Вот сейчас уже 5-я редакция словаря театра вышла. И вот, кстати, в словаре театра написано Патрисом Паве, что со статье это называется экспериментальный театр, что с возникновением профессии режиссуры с начала 20 века, с зарождением эры эксперимента в театре, театр, если он не призван, не ставит перед собой задачу извлечения прибыли и ублажения зрителя, а если этот театр уважает себя, то он может быть экспериментальным или не быть вовсе. Вот такая формула. И если ты работаешь в государственном или негосударственном театре, и у тебя нет вопросов к тому, чем ты занимаешься, то, скорее всего, ты не экспериментатор. Да? То есть эксперимент начинается с сомнения в том, что ты делаешь. Вот. И дальше, вот этот сам, если тебя ведет сомнение, то, возможно, ты будешь делать театр, за который не стыдно будет. Он может быть менее успешный, более успешный, но за него будет не стыдно. Да. Вы разделили театр на два сектора, получается, гос и гос. И государственные театры, вот они, получается, в комфорте, в стабильности, получают вот эту зарплату, их там обмывают, ну, получается, все есть, готово. А именно не гостеатры, у них этого нет, они, получается, голодны, и за счет этого, получается, искусство становится каким-то более, ну, классным, хорошим, качественным, потому что они голодны, потому что у них нет этой зоны комфорта. Ну, отчасти да, это не вся правда. Но, во-первых, надо сказать, что много экспериментаторов работают в государственном театре. Это как в математике, это необходимые, но недостаточные условия. Не все люди в негосударственном театре замечательные экспериментаторы. Многие просто неудачники, да, или там, ну, что-то там в жизни задалась, в театр не взяли. Но по природе своей он не экспериментатор, не поисковик, делает просто, ну, какой-то хлипкий театр. Вот, поэтому не все в негосударственном секторе экспериментаторы. В государственном театре не все унылые, скучные люди, которые извлекают прибыль. Это у них единственная цель. Там много людей взыскательных, с уважением относящихся к своему делу, к этому искусству, к своим коллегам. Вот, поэтому это не правило. Но опять-таки вот Патрис Паве в статье по экспериментальный театр говорит, что если ты хочешь экспериментировать, то если ты экспериментатор по природе своей, может быть, то ты должен присягнуть маргинальности. Ну, маргинальность – один из признаков эксперимента. Признак эксперимента. То есть не все маргиналы экспериментаторы, но все экспериментаторы маргиналы. Потому что эксперимент противопоставляет себя конвенциям, традиции, противопоставляет себя реальности большого театра, да, государственного театра. Это не обязательно воинственное, но он все равно противопоставляется. Например, самый тихий и мощный экспериментатор в России Дмитрий Волкострелов. Он выучился сначала у Льва Додина и Семен Александровский, два режиссера. Они пошли поучиться у Льва Додина, а это прям фигура номер 1 в России, для того, чтобы делать экспериментальный театр. Они узнали, как устроено оружие врага, и дальше вот в своем негосударственном секторе стали делать. Они вовсе не скандальные спектакли делают, они тихие, но они делают, противопоставляя свой театр тому, что делает государственный театр. Когда ты противопоставляешь себя вот этому вот огромному вот индустрии, ты обрекаешь себя на голод, да? На то, что ты будешь всю жизнь носить мамину кофту и возить декорации. Хорошо, если у тебя будет машина, чтобы возить свои декорации. Но то, что зато как бы ему интересно жить. Да, ему интересно жить. Он живет с мамой, но ему интересно. Вот, поэтому нет, это не обязательное условие голод, но если человек приходит, ну как, есть эксперимент на большой сцене? Ну вот реформы такие вот бывают. Мы находимся в постдраматического театра, экспериментального, междисциплинарного, в больших государственных домах.
Но это все, знаете, часто это эксплуатация. Вот тут вот нашли что-то, как бы на какой-то метод, а дальше его начинают эксплуатировать. Да? Как хорошо работает, как попадает в молодую аудиторию. Камера, видео, да. Как это здорово работает на молодой аудитории. Это технические аспекты эксперимента, да? Видимая сторона эксперимента. И вот уже натащили на сцене, вот это вот все висит, и все такие, современный театр. Да он не современный. Он может быть старомодный по мышлению, но камеры же висят. Ну, то есть это имитация, да? Много имитаций. И там, и в ГОСе, и не ГОСе. Имитация эксперимента. Очень много. Прям тьма тьмущая. Поэтому чутье вот к этому вот к новизне, к интересному, к существенному, содержательному, никто вам не даст, никто вам не скажет, это хорошая работа или нехорошая в экспериментальном театре. Только вы. Для этого, кстати, имеет смысл театроведам. Вот статья «Экспериментальный театр» Патриса Бавей, словаря театра, который лежит в интернете. Там есть критерии эксперимента. По сути, можно вот эту вот сетку, которую он предлагает, прикладывать к любой работе, которую вы видите. Потому что эксперимент ведется по пути взаимоотношения с публикой, порождение смысла, в гостеатре, вернее, в конвенциональном театре. Смысл призадан спектаклю, Тодин придумал смысл спектакля, все его воплощают. А в экспериментальном театре по-другому, там публика. В общем, все это можно прочитать сами. Это, есть критерии по оценке эксперимента. Интуиция, и критерии. Так что вот очень рекомендую театроведам. Ну и Рансьер. Его трактат, который называется «Эмоционированный зритель», про взаимоотношения театра и публики. Да? Он говорит, что есть два пути активизации зрителя, которые были придуманы в 20 веке. Это путь Арто, магического круга, объединяющего зрителей, магический круг, и путь Брехта, да? То есть предлагать аттракционы умозрительные, когда человек заполняет, зритель самостоятельно связывает несвязанные между собой элементы. И Рансьер говорит нам в 21 веке, говорит, отстаньте от публики, есть третий путь, делать сложный театр. И о том же говорит Лемон, сложный театр. Театр, в котором зритель будет активен, сидя на стуле, не бегая по городу. Да? Сложный театр для сложного человека, что называется. И вот последняя очень важная для нас работа Рансьера называется «Несогласие» или «Диссенсус». Да? И она очень актуальна для России, когда там идет война, потому что диссенсус — это не всегда самосожжение на Красной площади, это энергия диссенсуса может порождать новые смыслы, новые формы и целое движение в театре. Вот диссенсус. Вот очень рекомендую вам этот текст. Время вышло. Здесь, Елена, объясните, вот здесь сидят молодые ребята, актеры наши. У наших актеров предел мечты попасть в национальный театр. Я не знаю, когда своим студентам говорю, надо создавать свою. Сегодня всех не может взять национальный театр, даже областные театры, они не хотят туда далеко ехать, здесь в Алмате, в Астане. И главное, я говорю, вы молодые, надо создавать свое дело и кооперироваться режиссером, драматургом, и создавать свою театральную компанию. И это очень выгодно, и очень если вы хотите действительно заниматься еще с ваших уст, вот это тезис, чтобы они действительно поняли. Спасибо. Я могу про национальный театр сказать тоже несколько слов. Я наблюдала, как в Казани, в Татарстане, в России, это, по сути, такая страна в стране. В Татарстане в 2015 году в России вышел закон о языке, который, по сути, запрещал, отнимал статус государственного языка у татарского языка. И в Татарстане возникло мощное движение сопротивления, молодежное, и в культуре. Так что можно говорить о таком татарском возрождении. Его делают в театре молодые люди, они создают современный татарский язык, современный татарский театральный язык. И они объединились композиторы, художники, поэты, переводчики, такая элита, да, такая молодая. Это все люди от 20 до 30 лет. Они объединились в группу «Элиф», и они делают очень разные междисциплинарные работы, сложные. И они переизобретают театр, как положено молодым, и они переизобретают татарскую традицию.
И они, потому что есть? Есть советская традиция, да, которая является переносом европейского, традиции европейского театра. Где они ищут вдохновение? Они ищут вдохновение в Зикле, они ищут вдохновение в Олонхо, это тюркский, да, такой доевропейский театр. Ищут вдохновение в каких-то доисламских театрализованных формах. Досье даже иранское их вдохновляет больше, чем европейский театр. И они делают, по сути, то же, что Мирхольд делал, когда он в студии на Бородинской занимался изучением комедии дель арте. Да? Мы пойдем туда, вот в тот театр, который еще не назвал, у которого сегодня нет прецедента. И вот они это очень серьезно. Они объединяются с филологами, с переводчиками. Это по-настоящему научная работа, научная театральная работа, такая большая лаборатория. И оттуда выходит совершенно замечательная работа. Вот все премии из Татарстана на «Золотой маске» берет компания «Элиф» именно. И возможно, что и Казахский национальный театр тоже будет и переизобретен молодыми, да? Потому что у вас есть силы, энергия, вам нечего терять, вот еще что. Опытные люди, у них есть репутация. И они не могут рисковать своей репутацией, да, потому что репутация – это то, что ты строил много лет, ее потерять легко. Ты пустился в какой-то эксперимент, и вот она рухнула. А молодых у вас еще нет репутации. Самое время делать интересные вещи. И да, театр нужно переизобретать. Ведь он как бабочка. Он сегодня есть, завтра его нет. И спектакль есть, и все, на следующий день его уже не существует. И поэтому, вот, например, наследие очень сложно передается. То, что то, что старики называют наследием, это не наследие. Из рук в руки, но как много раз в цепочке прерывалась связь времен, как много раз. Я плохо знаю историю казахского театра, но в российском театре авангард был просто выше, да? И потом от него, когда мы читали книги какие-то в 90-е годы, а у нас его нет в чувственном опыте, мы ничего не понимаем. Не понимали. Какие-то слова, бу-бу-бу-бу, да? И пока это в тебе не возникнет собственный чувственный опыт, ты не понимаешь, о чем эти люди писали. То же самое в театре так очень часто происходит. То, что мы называем сегодня традицией, это очень далеко от того, что было в основе этой традиции. Поэтому и национальный театр, как и современный театр, нужно переизобретать. Кто как не молодые. Это поразительно просто. Вот, например, в Иране не ценят собственное тазие. Тазие ездит по миру, поиграют это свое тазие, он даже в центре Мирхольда у нас сыграли. А в иранские молодые режиссеры тазие. А тазие – там такая система актерского исполнительства, это брехтовское отстранение. Потому что когда пришел ислам, апроприировал эту форму театральную, есть запрет на изображение человека на сцене, и они научились играть так, любители там играют, что я не играю вообще, я не вживаюсь в образ. Вот я текст просто исполняю. Я это вот мужчина из этого селения, да. И вот это вот отстранение в тазике такое мощное, не поучиться, какой там немецкий театр. Да, нет, они вот это вот все неинтересно. А Питер Брук, когда там до революции еще одна исламская, когда он приехал в Иран, в 74 году, в 72-м, когда-то в Персиполисе был фестиваль, он увидел тазие и обалдел просто. Он сказал, да вот они эти самые доевропейские формы театра, вот где черпать, вот что изучать, вот чему учиться. Да? И дальше он стал соединять своих французских артистов с артистами тазие, чтобы вот они прикоснулись хотя бы к тому театру, каким он может быть. В общем, есть и черпать еще полно. Давайте. Я не понял один момент. Получается, в экспериментальном театре они сами придумывают сценарий и это показывают? Иногда они берут современную пьесу. Вот, например, на драму КЗ. Потому что драматурги, которые пишут современные пьесы, они часто пишут пьесы для несуществующего театра. Вот они не любят вот то, что они видели, да? Они пишут для театра, которого нет. Поэтому ты читаешь пьесу и представляешь себя, что там, а как это играется, кто эти люди, а как это выглядит, да? И ты тогда вместе с драматургом изобретаешь этот вот язык театральный. Вот. Иногда они придумывают сами придумывают. Например,
артисты, они тоже люди, им есть что о себе сказать. Да? И иногда сценарии придумываются, сценарии спектакля, тексты спектакля придумываются самими актерами. Режиссер создает для них ситуацию какую-то драматическую, да, в этой ситуации артисты говорят о чем-то, действуют как-то так. Драматург и режиссер фиксируют это все, так рождаются спектакли, где артисты создают спектакли. Так что форм очень много разных. Надо походить вот в Алматинский театр, посмотреть, что люди делают. А я еще, кстати, хотела сказать, вот в Венецианской биеннале 2 года назад, нет, в 2022 году впервые Казахстан представлял себя на Венецианской биеннале. Кто представлял? Орда, театр. Да? Они не позиционируют себя как театр. Но это театр, скажем прямо. Это театр экспериментальный, поисковый. А вот этим летом они выступали на главной авангардной площадке в Америке, это называется «Ла Мама». Они там играли вот этот бомбоотражатель, играли там. То есть они, независимый театр Казахстана, представительствует от казахстанской культуры в мире. Но они 3 года уже не выступают в Казахстане. А знаешь почему? Дорогая аренда. Потому что им нужно, они создают как бы театр как событие. Ну вот вещи, вот этот бомбоотражатель, который у них есть, его глупо исполнять каждый день. Это нужно набраться сил, смелости, исполнить это как последний раз и все. И вот это стоит так дорого, что это просто не потянуть. Кто-то должен как бы на это скинуться. А играть, как бы отбить его за счет билетов, это значит профанировать этот спектакль. Они же делают события. Вот так что можно понять. Ахмед, вам за лекцию. Я хотела спросить, вот, ГОС, не ГОС, когда они сотрудничают с амбициями не ГОСов и некой цензурой у ГОСов, как они могут в здоровом образе сотрудничать? Ну, вот мы с вами разговариваем, люди разговаривают, люди садятся и разговаривают. Одни говорят, ну, у нас нельзя говорить слово на «п» на сцене, а другие говорят, ну, это на средство выразительности. Давайте договоримся, садятся и договариваются. Просто договариваются. Главное вот не хотеть сговориться. Даже Лоренс Оливье с Джоном Гилгудом, ненавидя друг друга, сговорились. Так что просто разговаривайте. Последний, да? Спасибо, Нора. У нас практически весь театр, он, вообще, если можно рассказать историю о том, как в России театр постдраматический, драматический театр перешел, вот этот этап в постдраматический, перешел ли? Или они как-то развивались параллельно, и есть ли какой-то прогресс ли это, то есть есть ли какой-то эволюционный путь развития театра, либо это профанация, что постдраматический это новый эволюционный виток? Нет. Мне кажется, что они параллельно все-таки развиваются. Вот этот вот конвенциональный театр, который играет классику или современную, хорошо сделанную пьесу, просто хорошую, качественную пьесу. Вот это один путь. А вот здесь вот в поле эксперимента происходят разные вещи, в том числе и появляются такие театральные формы, в которых текст один из элементов, а не базис, не основа. Вот. А дальше они начинают друг на друга взаимно влиять. Да? И у постдраматического нет никакой эволюции. Здесь даже когда мы говорим перформативный поворот, мы не говорим о том, что все развернулись и пошли вот в другую сторону, стали делать постдрам. Нет, просто появляется новое направление, новый какой-то поток параллельно вот этому большому руслу, скажем так. Как он проникает? Я говорю, мне кажется, что постдраматический театр возможен, потому что у него есть публика. И наша публика смотрела бы с удовольствием постдраматический театр, который дает пространство воображения, дает возможность связывать плохо связанные логические элементы. Публика у него есть, нас для него нет, понимаете? Нас нет, нас интересных, глубоких художников нет для нашей публики.
Ну, в принципе, в театр ходит всего там 4-6%, да, по стране. Но туда, в театр редко ходят интеллектуалы, потому что мы не даем им пищу. Пищу не даем им. Ну, он постдраматический театр первым делом сложный. Вот. Поэтому мы, наверное, простоваты для нашей публики. И если он есть в России, то его вот примерно столько, сколько публики, а публики столько, сколько художников. То есть как-то. Но это точно не эволюционный процесс, когда все вдруг стали делать постдраму. Нет. О, мне было с вами очень интересно поговорить. Мне было интересно. Завтра мы будем говорить про критерии эксперимента.